Добрый день, уважаемые члены жюри и участники конференции. Я Петрова Анжелина, ученица 7 класса Бостон-Карской гимназии. К вашему рассмотрению предлагается исследовательскую работу на тему проблемы сохранения эндемичного растения змееголовника якутского в условиях высокой антропогенной нагрузки. Сохранение любого вида растений – это очень важная проблема. Если это эндемичный вид, то вдвойне важная проблема. В актуальности данной проблемы и цель моей работы – изучение морфологических особенностей змееголовника якутского и определение путей его сохранения в естественной среде. Из поставленной цели вытекают следующие задачи. При проведении работы мы используем стандартные методики геоботанического описания, предложенные Боголюбовым. Это стационарный метод и метод сеточного картографирования, а фенологические наблюдения были проведены по методике Бэйдена. Данное исследование поможет сохранить змееголовника якутского в естественной среде, поможет сохранить и понять причины снижения численности других видов растений и семейства истонского. Это систематическое положение змееголовника якутского. Змееголовник якутский – многолетнее травянистое растение, обитающее в скалистом склоне. Количество лепестков у него 6, но истинное число лепестков 5, так как центрально глубоко разделен на 2 лопасти, которые могут быть приняты индивидуально за отдельные лепестки. Перед вами карта поселка Стенгар, ареал распространения змееголовника якутского. Было выявлено 3 местонахождения. Здесь когда-то рос змееголовник якутский, несчастно не растет, а сюда мы перестили змееголовник якутский на восточный склон. Генез данного вида растений делится на 4 этапа. Первые 2 года рост главного побега, с 3-го года начинается дихтемическое разделение куста на 2 части. В 7-8 лет цветения, позже зрелое генетическое состояние. Возрастное состояние популяции змееголовника, возрастной состав следующий. В основном здесь Г2, то есть это взрослые растения, молодых очень мало. Во второй декаде мая начинается рост главного побега. В начале июля наблюдается местами цветения, обильная ботанизация растения, и в середине сентября фаза зимнего покоя. Для того, чтобы узнать, в каких условиях змееголовник растет лучше, мы переделили его в 3 разных условиях. Это в теплице, естественных условиях и на грядке. Как выяснилось, в теплице плюс-минус все начинается на неделю раньше, чем в естественных условиях и на грядке, а в естественных условиях и на грядке разница 2-3 дня. Но плодоношение в теплице шло на неделю дольше. Мы наблюдали за одним растением, большее количество побегов произошло на 2018 год, потом все пошло на снижение. Перед вами диаграмма полувозрастного состава 2 популяций. Новая популяция сравнительно молодая, цветет 1/3. За период исследований произошло расширение ареала границ вниз по склону на 95 см, по вертикали 20 см. Мы переселили змееголовник якутский на восточный склон, но там он растет хуже. Также проверяли схожесть семян. Как выяснилось, из 10 семян проставить 6-7 семян, масса всход семян приходится на 5, 6, 7 день. Перед вами карта картографирования. Тут отмечены склоны и каждую популяцию возрастные растения. В состав фитоценоза входит 57 растений. На исследуемых участках процент покрытия составляет 20-30%. Процент покрытия определяли по шкале Друда. Итак, переходим к заключению. Результаты исследования показывают, что на неохраняемой территории популяции змееголовника якутского неудовлетворительны. Основные причины снижения численности. Состояние исходности среди популяции змееголовника находится неблагополучно. Об этом свидетельствует их онтогенический спектр. В наиболее благополучном состоянии находится новая целепопуляция. Отмечается слабая адаптация данного вида к изменению условий существования. В последние 5 лет отмечается удлинение осеннего вегетационного периода, что, на наш взгляд, благоприятно влияет на молодые побеги змееголовника якутского. Змееголовник якутский сильно испытывает антропогенное влияние. Предлагаемые меры по охране змееголовника якутского. Место обитания змееголовника якутского объявить охранной зоной местного значения. Запретить выход населения на отдых в данном районе. Провести в период цветения змееголовника якутского экологические рейды. Усилить просветительскую работу среди местного населения. Наряду с охраной данного вида растений может обвести видные способы и выращиваем культуры, что даст возможность сохранить генофонд данного вида растений. Спасибо за внимание.